Надеюсь, наши телезрители до сих пор с нами, остаются у телевизора, потому что в первую очередь мы, наверное, для них работаем. И продолжаем нашу пресс-конференцию. Нисва, тебе слово. Бадра Зурабович, у меня к вам вопрос, прям персональный. Гражданство Абхазии. Его очень хотят получить разные люди, да, иностранцы. Понятно, что в первую очередь это для жилья. Ну, я сомневаюсь, что просто так кто-то может переехать в нашу страну, в которой нет то света, то воды. Значит, и у нас есть соответствующий закон о гражданстве, в котором вообще все очень по полочкам расписано, какая процедура, что следует, зачем. И, как мне стало известно, значит, есть ряд документов за вашей подписью, в которых, значит, вы разрешили получить гражданство без сдачи экзамена по государственному языку, абхазскому языку. Я хотела бы знать, откуда вы взяли такие полномочия, но если в законе прям все очень четко прописано, и какое примерно количество человек получило гражданство абхазское таким путем? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Действительно, я возглавлял комиссию по гражданству. Значит, если у вас есть документы, на которых я поставил резолюцию «освободить», то вы мне их обязательно потом покажите. Можно я публично это сделаю? Не, если просто резолюция есть в отдел, это другая история. А если я ставлю «освободить», ну, вам приведу практику последних 30 лет. Значит, при получении гражданства, безусловно, многие не владеют абхазским языком. Эта практика была всегда и, к сожалению, остается. Это также действует, как закон о языке, когда чиновники, не знающие абхазского языка, не должны в соответствии с законом работать. Но, к сожалению, учитывая проблемы с языком, такого рода вопросы возникают. Что касается количества получивших, хочу вам сказать следующее. Это в разы меньше за мой период, нежели с 2014 по 2020 год. Чтобы вы знали. Я понял. Да, именно эти 30 лет, значит, именно так происходит. Закон о гражданстве, значит, меняется, вносят изменения, дополняют, усложняют. Есть упрощенная форма получения гражданства. Это тех людей, которые привносят свой вклад в развитие и становление нашего государства. Там есть, это такие категории людей, как учителя, медики, бизнесмены, значит, люди, которые прошли войну, члены их семей. Есть категории людей, которые получают в упрощенной схеме. А все остальные в общем порядке, к сожалению, знание языка этих людей весьма ограничены. С этим я согласен. Это практика, которая длится на протяжении 30 лет. Спасибо. Сейчас же еще поправки новые в закон о гражданстве внесены. Да, сейчас внесены поправки, которые ужесточают получение гражданства Абхазии. И в этом смысле, безусловно, я считаю, что эти поправки, они будут полезны для, значит, соблюдения получения гражданства в нашей стране. Спасибо за ответ. Белагрба, это последний из участников представителей средств массовой информации. Нет, да, вам У меня добрый вечер, уважаемые кандидаты. У меня два вопроса. Первый вопрос к Адгуру Амирановичу. Вы так, Адгур Амиранович, очень живо и активно, уверенно дискутируете на разные темы. Я хотела бы вас попросить прокомментировать события 15 ноября прошлого года. Могли бы вы дать оценку произошедшему с учетом того, что вы, являясь одним из лидеров оппозиции, также являлись одним из активных его участников? И как, на ваш взгляд, можно ли назвать эти события госпереворотом, как считает часть нашего общества? Спасибо. Спасибо. События 15 ноября я уже комментировал, но сделаю еще раз с большим удовольствием. Это очень печальная страница нашей истории. Я и тогда об этом говорил, и сейчас здесь, в этой студии, скажу, что я никогда не поддерживал и не поддерживал такого рода методы политической борьбы. Но, почему но?
Вот если взять ретроспективу, в 2020 году после выборов мы пришли, поздравили Аслана Георгиевича и его команду с победой на выборах. После этого ровно полгода мы вообще не участвовали в политической жизни, потому как новый избранный президент должен определиться со своей командой, определить свои первые первостепенные шаги, программу действий и так далее. Но когда ситуация начала развиваться таким образом, когда откровенно антинародные инициативы, такие как апартаменты, соглашения по инвестициям, когда глава государства, извините, позволял себе говорить о том, что мнение Совета старейшин для него не является чем-то важным, когда он открыто, я уже говорил и скажу еще раз, жаловался на своих граждан, отношение к ветеранам, вы помните инцидент и так далее, ряд вопросов, которые носили накопительный характер. И все, кто внимательно следит за политической жизнью в Абхазии, могут точно сказать, что Адгур Амиранович Арзанов и его соратники, я думаю, что в оппозиционной среде нет ни одного человека, который хотел бы развития событий 15 ноября таким образом. Но что произошло? Что произошло? К большому сожалению, наше желание сохранить политическую стабильность в стране было воспринято экс-президентом и его командой как слабость. Мы неоднократно пытались, предлагали и разного рода инициативы. Мы были проигнорированы. Более того, 15 ноября вот это соглашение, которое нахрапом пытались провести, о нем мы тоже говорили. И 22 поправки, которые предложили депутаты парламента. Только декоративный характер и то 2 поправки, они какое-то отражение нашли в этом соглашении. Ситуация накалялась. Я за несколько дней до 15 ноября сделал публичное обращение к Аслану Георгиевичу Бжане, и вы можете его найти. Я обратился с тем, чтобы вот этот вопрос, который действительно будоражит наше общество, я попросил просто его снять с повестки и отложить до очередных президентских выборов, так как президентские выборы должны были состояться через 3 месяца. Для того, чтобы у Аслана Бжане была возможность выйти на выборы с этой повесткой, в том числе, если бы народ Абхазии проголосовал бы за Аслана Георгиевича Бжане, это бы означало ровно то, что народ Абхазии поддерживает эту повестку. Это выбор народа. Вот единственное, что мы попросили. Это тоже было проигнорировано. Естественно, в тот день, когда собрались люди, мы находились среди людей. И даже тогда я взял рупор. Хочу вам сказать, что стоять с рупором, это никакого удовольствия в этом нет. Я вообще не предполагал, что когда-нибудь я буду стоять с рупором и кричать, но так жизнь сложилась. И старался обратиться к депутатам парламента. Проведите сессию, снимите этот вопрос, и люди разойдутся. И это предложение было проигнорировано. Вот что произошло. Но когда вы пытаетесь, с одной стороны, сохранить стабильность в стране, а с другой стороны идет провокация за провокацией. А вы же помните, когда задержали активистов наших при въезде в Сухум, которые... И причина в чем была? В том, что они там с депутатом... Я вас прошу, не перебивайте меня. Мы хорошо помним, но уже 5 минут... Мне задали вопрос, я отвечаю. Да. Попробуйте коротко. Да, я попробую. Так вот. Оценка госпереворота или нет? Я Да. так понимаю, что вопрос Да. в этом. Так вот, когда задержали, и причем задерживали их в стиле американских боевиков, прикладывая к их голове автоматическое оружие, снимали все это на видео, еще сами распространяли, таким образом пытаясь запугать нас, вот это все и привело к событиям 15 ноября. И даже когда 15 ноября ситуация уже действительно вышла из-под контроля, о чем мы неоднократно предупреждали, и даже тогда мы старались, чтобы люди, самое главное, чтобы кровь не пролилась. И вы говорите, что вы поддержали. Я там находился среди людей, потому что я чувствую ответственность за происходящие события в Абхазии. Я являюсь общественным политическим деятелем.
Я Это не был имел... госпереворот или нет? Это, ну она же мне вопрос задала. Да, но вы уже 6 минут отвечаете. Если возможно, да, Да. Если бы не было бы нас там, ситуация разворачивалась бы гораздо хуже. Поэтому я считаю, Вы контролировали процесс, я так? считаю, что на определенном этапе нам удалось стабилизировать ситуацию. Уверяю вас, ситуация вышла бы еще больше из-под контроля и было бы гораздо хуже. И вот те переговоры, о которых здесь мы упоминали с Бадрой Зурабовичем, они в какой-то степени позволили вернуть ситуацию в правовое русло. Конечно, еще раз повторю, события такие, как 15 ноября, события января 2020 года, события мая 2014 года и так далее, это плохие события. Это те события, которые как минимум не украшают Абхазию. Я не хочу, чтобы Абхазию показывали по всем каналам в таком ракурсе, где ломают забор, ломают окна. Это не первый раз у нас происходит. Это не первый раз у нас происходит. Это не должно повторяться. А для того, чтобы это не повторялось, нужен полноценный диалог со всеми слоями общества. Не декоративный, надо учитывать мнение граждан. Не находиться за пределами Абхазии, извините за мой такую Всё, аналогию, завершайте, пожалуйста. в разных гольф-клубах и так далее, а общаться со своим народом. Госпереворот был 15 Понимаете? ноября. Или Нужно- нет, отвечайте, и дальше она задаст еще один вопрос. Но Адгур Амиранович, вот 7 минут вы отвечаете, вот даже на 4 Всё-таки минуты. да, Анна, вы если считаете, вы что это хотите, вы было- можете за меня ответить. Да. Нет, ну вы Ну, же, давайте у вас я было время. отвечаю так, как Адгур я Амирович, отвечаю. на ваш деле, взгляд, Коротко это- Завершите отвечайте, или вы ответ. задаете У меня еще есть следующий вопрос. на ваш взгляд, это все-таки был госпереворот? Как Нет, вы это считаете? не был госпереворот. А что это было, Госпереворот, на ваше смотрите, я мнение? вам скажу. Все, ясен ответ. Нет, Пожалуйста, я следующий должен вопрос прокомментировать. Нет. задавайте. Госпереворот это когда приходят и захватывают власть. А это что было? Нет, послушайте, мы в результате Всего лишь переговоров, здание захватили. в результате Нет, я переговоров, считаю, что вы здесь не правы, Адгур нет, Амирович, вы абсолютно. оценки моим ответом не Мы давайте. не будем, Не будем сейчас давать, вступать. Пожалуйста, а- вопрос Под задавайте. контролем, Нам к уже- сожалению, вы не смогли проконтролировать этот эпизод. И я думаю, Всё. Бела, Да, это задайте да, это следующий плохо, да. вопрос. Следующий вопрос Бадре Зурабовичу. Бадра Зурабович, во время предвыборной кампании, с учетом нашей абхазской ментальности, мы часто слышим высказывания о роли Апсуара в контексте морально-этического облика кандидата на роль президента. В случае победы на выборах, на какие постулаты вы будете опираться в своей политической деятельности? Бадра Зурабович, я вас попрошу Да, коротко. давайте очень коротко. На какие постулаты нам опираться в своей деятельности, я уверен, что именно на тех принципах многовековой традиции нашего народа, уважения друг к другу, соблюдения традиций, обычаев. Самое главное – быть тем человеком, который объединяет. Я уверен, что именно эти принципы позволят вообще сохранить нашу государственность. Учитывая нашу малочисленность, этот вопрос один из самых главных. Мы не должны все жить под копирку и думать под копирку. Мы должны развиваться, строить демократическое общество, иметь свое мнение, но больше всего уважать мнение своих соотечественников. Именно на это я буду обращать больше всего внимания и опираться на это. Спасибо большое. Кого? Все, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Я благодарю кандидатов, благодарю наших коллег, благодарю, конечно же, наших телезрителей. Халагида психолог Харкуша по Гильзараку Хамана Хана, сочетает Шергиш Карахета, журналист Шеги Апсейта, Зухана. ЮНЕСКО Вибишук Сазы, Абрия студия Ч, имя Пусуана Дебатку, Апсна, Ахадарахи, а кандидат Шарабжара. Пшюка Ганубасхан, Фигуала Шозар, Рыбшю, Генерал и Чинраман. Амчрат Занат Яту. Уажпия кандидат Шазыги, а экономика Ядхалу. Иҟалап ауаажәлара рхәыцшьа рыԥсахзар, аҳәынҭқарра аидеологиа даҽа хырхарҭак шьҭнахзар. Лассы аԥсуа телехәаԥшаҿы иҟалоит аиҿцәажәарақәа, ишиашо ицо аефир ала Аԥсны ахадарахьы акандидатцәеи, нас хазы акандидатцәа рхаҭыԥуаҩцәеи
реиԥылара. Иҭацәу ааҵәа ашьапы иузықәыргылом рҳәоит аԥсуаа. Дыррала иеибарку, ԥсуала иааӡом. Абри еиԥш иҟоу иоуп ҳара ҳҳәынҭқарра ахадас иаԥсоу иақәнаго. Абзиарас Абзиарас иҭабуп Крепсу. сааҭки ҳамди ишәычҳаит, иҭабуп идуӡӡаны Спасибо азҵаарақәа всем. аҭак. Спасибо всем.